Вначале мы приветствуем вас на первой встрече клуба «Смарт-библиотеки» в ожидании чуда. Это клуб называется «В ожидании чуда». Клуб работает в рамках нашего проекта «Библионяня», который призван помочь информации молодым родителям. Открытие проекта состоялось в августе 2023 года. В рамках проекта в стенах библиотеки проводятся встречи, лекции, мастер-классы от различных детских специалистов, таких как логопеды, психологи, педиатры и так далее. Также у нас есть сайт проекта, где публикуется вся полезная информация для родителей. И далее расскажет руководитель проекта Виктория. Передаю слово. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Тоже работаю над проектом «Смарт-библиотека Библионяня». Вообще в рамках нашего проекта будут работать два клуба. Первый клуб – это вот этот наш «В ожидании чуда», который для будущих родителей, и клуб для молодых родителей с детьми дошкольного возраста. Так что из этого клуба вы со временем должны плавно перейти в нашу вторую группу. Мы откроем группу в WhatsApp нашего клуба для общения с собой. Также будем там размещать все наши анонсы предстоящих встреч. И также, возможно, будет приглашать других участников. И пожелания, какого специалиста, на какую тему вы хотели бы пригласить в рамках клуба. Далее хотим уже представить нашего сегодняшнего гостя, Татьяну Ерпылеву. Татьяна является специалистом по моторному онтогенезу, двигательным терапевтом и детским массажистом. Прошу, Татьяна. Всем здравствуйте. Меня хорошо слышно? Да. Всех приветствую. К этой встрече меня подтолкнуло желание поделиться своим опытом, который у меня скопился уже около 20 лет в работе с детьми с младенческого возраста. Я работаю с детками прямо с нуля, с самого рождения. И в эти годы у меня скопилась своя клиентура и появилось понимание того, что нужно молодым родителям, чтобы они растили своих деток, но я со стороны физического развития, так как я детский массажист. Я освещу вам основные проблемы, которые возникают у младенцев по той или иной причине, и как их избежать, и как мамочка сама сможет их исправить, или вообще не прийти к этой проблеме, которая бывает почти у каждого второго младенца. Очень надеюсь, что эта встреча будет для вас полезной. Да, меня зовут Татьяна. Я в 17 лет уехала с Якутии. Я жила в селе Синск и уехала тогда еще в город Свердловск сразу поступать после окончания школы в медицинское училище. И до сих пор на базе медицинского образования я иду по этой специальности. Хотя у меня сейчас уже много других специальностей, но база – это мое медицинское образование. Я сейчас как специалист, двигательный терапевт, детский массажист, короче. Сегодня мы с вами у деток до года. Я работаю с детками от нуля до полной вертикализации, до того, как ребеночек сам пойдет ножками. И у них возникают такие проблемы. Они поздно начинают, не у всех, конечно, это я так в общем говорю, да, что поздно начинают переворачиваться, не любят лежать на животике, ползают раненым партизаном или вообще пропускают такой очень важный навык, как ползание. Потому что в ползании это развивается правое-левое полушарие, и после освоения этого навыка ребеночек взрывается в развитии не как и в физическом, и в умственном. Также очень рано встает на ножки или наоборот поздно начинает ходить. Если встает рано на ножки, значит появляются косолапость, вальгус, проблема с суставами, или наоборот ребеночек не может встать на ножки,
из-за определенных причин, там их достаточно много. Но это все приводит к искривлению позвоночника и, к сожалению, проблемами суставами. Для кого этот вебинар? Я вот сейчас услышала, что я попала именно туда, куда мне нужно. Здесь целевая аудитория. Это, скорее всего, беременные мамочки, да, которые ждут своего малыша, или те, мама, у кого уже есть малыш, до годика или там, до 2 лет. Примерно вот этот возраст. Да, возможно, это будет полезна моя информация для бабушек и дедушек, потому что это новые методы физического развития малыша. Ну и коллегам моим, кто работает детским массажистом. И я надеюсь, что я сегодня расширю ваше мышление по поводу вообще детского массажа. И сегодня мы разберем, как правильно, вот представьте, что мамочка приехала домой, ее встретили с цветами, красивая комнатка, шары, да, вот ребеночек, как правило, он спит, а потом, оказывается, начинает плакать и требовать что-то, какого-то внимания себе, да, и у мамы паника, она не знает, как взять его, как подойти, почему он плачет, что с ним сделать. И вот в этот момент вам понадобятся мои простые, очень легкие методы, о которых я сейчас вам расскажу. Как правильно брать малыша, как носить его, как взаимодействовать с ним в первые дни рождения. Подробно разберем, почему нельзя держать столбиком, разберем вредные советы из роддома, какие поддержки можно делать, чтобы изменить какой-то наклон головы, может быть, это кривошея или привычный поворот головы. И расскажу такие лайфхаки, как менять подгузники, почему нельзя пеленать и почему нельзя фиксировать прямые ножки. Если это мы будем делать, то что будет? Запись вебинара ведется, продолжительность примерно, я думаю, в час мы уложимся. Если какие-то будут вопросы, я жду в чате, пишите, потом в конце презентации я отвечу на все ваши вопросы, и у меня будет в конце вам подарок, я скажу кодовое слово, на которое пришлю вам очень интересный гайд по малышкам. Что такое хендлинг? Это новое слово. Если даже вы наберете в Яндексе, то не всегда выйдет именно то, что надо. Хендлинг от слова рука, hand. Это взаимодействие того человека, который, это мама, папа, бабушка, няни, да, с младенцем через прикосновение, как держать его на руках, каким должен быть контакт и как учиться взаимодействовать с малышом через руки. И при этом помогать ему в физическом развитии и, главное, не навредить. Потому что очень много моментов, когда неправильно берут ребенка, неправильно носят, и потом у него искривляется все тело, начиная с головы, но это вы потом поймете, последующие моменты я вам оговорю. Следующее. Существует структура хендлинга. Это законы моторного антогенеза. Это поэтапная вертикализация, то есть ребеночек, когда рождается, он бежит полностью на спине. И в течение годика он потихонечку вертикализируется и оказывается на своей стопочке. Представляете, какой антогенез проходит он? И это всего за год. Строение костной системы очень важно в этот момент. И также, чтобы нивелировать неправильные искривления в теле, это же, конечно, нужно знать, как носить ребенка на руках.
один из главных законов поэтапной вертикализации – это строение костной структуры. Когда младенец рождается, его костные и мышечные структуры и его нервная система не готова к вертикализации. Он должен просто лежать. А тем более, если это недоношенный ребеночек, то в течение первого месяца мы его донашиваем своими объятиями. Это обусловлено, то, что он вот лежит, да, то есть забегу вперед, и вредный совет из роддома говорят, значит, держите столбиком, а столбиком держать нежелательно. Почему? Потому что природа так устроена, что позвоночник, грудная клетка и таз состоит из очень мягкой, эластичной хрящевой ткани. Вот здесь даже можно в этом слайде скелет новорожденного и скелет взрослого человека. И хрящевая ткань, она до 14 лет формируется в костную. И на первом этапе очень важно знать, что 80% у младенца – это хрящевая ткань. Это как фундамент. У новорожденного в скелете 270 косточек. Это намного больше, чем у взрослого. У младенца самая тяжелая голова. И под воздействием силы тяжести, если вы будете его держать столбиком, самая тяжелая голова, и она будет проваливаться в плечики. И поэтому говорят, что вот у моего ребенка нету шеи. Да? А почему? Потому что просто неправильно его держат и не знают законы хендлинга. И очень быстро деформируются кости черепа. И на этом этапе мамочки замечают деформацию костей черепа. То есть череп, он становится неправильной формы и некрасивой. Дальше. Следующий закон – это строение позвоночника. Об этом тоже нужно помнить, что тоже вот держание столбиком запрещаем, да, потому что, почему нельзя держать столбиком? Потому что у малышки, вот красным очерчено, у него нет изгибов позвоночника, и он не может держать свой позвоночник, все свои внутренние органы, и голову, и шею. Поэтому мы его не вертикализируем, а держим только горизонтально. Вот как S-образная форма у него нету изгибов. Первый изгиб появляется, когда малышка начинает держать головку, когда он лежит на животике и начинает поднимать голову, и начинает потихонечку формироваться шейный отдел позвоночника. Следующий изгиб формируется в груди, грудной кифоз. Он появляется только тогда, когда малыш усваивает позу четверенек, упор на прямые руки. Потом, когда малыш садится, тогда у него появляется лордоз, то есть нижний отдел позвоночника формируется. Вот представляете, какой? Вот это все моторный антогенез. Его, конечно, вот эти все слова не нужно держать в голове, но следуя этим законам, у вас малыш будет очень красив в движении и здоров физически. Вот здесь еще раз хочу заострить внимание, что малыш развивается поэтапно. И сейчас я расскажу, каких движений и самостоятельных навыков нужно ждать от малыша и чем это обусловлено. Вот это называется как бы моторный антогенез, когда ребеночек лежит полностью на спинке, а потом потихонечку встает и идет ножками. Первая ступень обусловлена рефлексами и реакциями. Что же мы ждем в месяц-полтора от своего малыша? Только рефлекторные движения и ничего осознанного. Да, мы можем рефлекторно потрогать его стопочку, рефлекторно потрогать ему щечку, и он повернется в вашу сторону. Появляются первые рефлексы с поворотом головы
изгибанием, разгибанием ручек. После 3 месяцев ребеночек уже хочет перевернуться, появляется у него новый навык к перевороту, и здесь нужно убрать коконы, какие-то качельки, которые его сдавливают и не дают выпрямлять ручки, группироваться. Они будут мешать дальнейшему развитию малыша. Некоторые мамочки во время сна пеленают и своего ребеночка, думая, что вот ручками он заденет себя и будет просыпаться в течение ночи, да? Но на самом деле во сне ребенок тоже растет и развивается. И ножки и ручки должны быть в сгибании и отведении, чтобы правильно формировались тазобедренные суставы. Свобода движения – это очень важно на этом этапе. Дайте ребенку максимально прожить этот уровень развития нервной системы и движений. И чем быстрее он сориентируется в пространстве, тем быстрее его нервная система скажет: все ок, давай не будем больше дергаться, и ручки будут спокойно лежать у него где-то вот в пределах груди или плечиков. Второй этап развития – это примерно 6 месяцев. Здесь ребеночек уже будет как бы осваивать геометрию своего тела. Здесь двигаются у него ножки, он уже берет ножки в рот, начинает переворачиваться, контакт нога-рот. Тут проходит у него основной тонус. Если вот будет ребеночек лежать не в мягкой поверхности, на мягкой поверхности, у него будет задержка такого навыка, как переворот. Если вы чувствуете, что ребенок уже хочет двигаться, положите его на пол, на коврик специальный или на одеяло, и этим самым вы спровоцируете его физическое развитие к дальнейшим движениям. У него появится обзор, он будет видеть вас, у него уже хорошее видение, хороший слух, он уже увидел свою геометрию тела, он знает, где у него заканчивается тельце, это ножки, он уже знает ручки, повороты головы. Вот. И важный момент: в целях безопасности опустите его на пол. Первично хотя бы в целях безопасности, чтобы он не упал, допустим, с дивана или... Здесь переселяемся на пол, подстраховываем, но не подстраховываем с различными гаджетами типа шлемы на голову и так далее. Этого делать вообще не стоит. Чем больше костылей, тем дальше отодвигается физическое развитие. Костыли — это я имею в виду, вовремя нужно уйти из кокона, вовремя нужно уйти из круга для купания, вовремя нужно вообще не брать в обиход какие-то шлемы, подлокотники и так далее, наколенники. Мамочки говорят, вот у него он ползает, и такие красные ножки, красные коленочки. Все нормально. Я выше сказала, что у ребеночка хрящевая ткань. Это у нас уже окостенелая. А ребеночку очень комфортно и ползать, и он на них амортизирует. А то, что красно, это ничего страшного. Значит, он освоил хорошо свой навык ползания. Такой малыш знакомится с пространством, у него уже стабильность головы, он хорошо управляет зрением и видит горизонт, где у него мама вдалеке, она может не обязательно брать на ручки, а просто голосовыми сообщениями говорить, что мама рядом, все хорошо, давай приближайся ко мне, ползи ко мне, пробуй. Вот так появляются новые навыки ползания, подтягивания за игрушкой, по-пластунски. И далее 4-й этап развития центральной нервной системы – это взаимодействие уже с предметом, и садится ребеночек, и дальше подтягивается, встает.
При малейших неправильных движениях происходит задержка развития, и как по цепочке начинаются деформироваться все отделы в теле. Все идет с шейного отдела, потому что у нас двигательный драйвер двигательной активности, драйвер движения – это глаза. Куда идут глаза, туда идет и шея, потом грудной отдел, тазовый отдел и так далее. И помните, что костные структуры еще не сформированы, ядра окостенения в тазобедренных суставах еще не созрели, и поэтому ребеночек сам должен пройти все этапы формирования, все этапы ступени вот этого моторного онтогенеза. И если он не будет перепрыгивать с одну ступень на другую, то он в годик встанет на крепкие ножки и ровную спинку. Все это важно учитывать, и у меня сложились такие в моей работе некоторые вредные советы из роддома, которые мне говорят про них мамы. Допустим, они пришли и сказали: вот мы носим столбиком, нам так сказали, да, носить почаще столбиком. Я говорю, для чего? Как правило, мамы говорят, что не знаем, и я с ними веду беседу, что ранняя вертикализация, осевая нагрузка, не готовы костные структуры, мышцы не готовы держать самый тяжелый череп, да, у него нету изгибов в позвоночнике, и тем самым вы напрягаете все суставы в тельце ребенка. Так, как менять подгузник, да? Значит, я с мамочками тоже беседую и смотрю так третьим глазом, как они после массажа одевают подгузник ребеночку. На самом деле делают очень пиковое напряжение в области головы, поясницы, поднимая ноги ребенка высоко и подставляя туда подгузник, да. Как нужно сделать? Нужно подготовить поверхность, раскрыть подгузник, а потом на него положить малыша и потом уже зафиксировать липучки. Или перевернуть на бочок, подложить раскрытый подгузник, потом обратно вернуть на него малыша и закрепить застежки. То есть не надо его вот так поднимать двумя ногами вперед, делая ему компенсаторное, непонятно какое, в шее. Вот я всегда говорю, пробуйте сами то, что вы делаете с ребенком. Допустим, если он хочет перевернуться, попробуйте вы сами перевернуться. Почувствуйте, какие мышцы работают, где нужно послушать тело, поползайте сами с ребеночком, то есть делайте с ним то, что бы вы сами хотели. И вот когда мамочка опускается после 3 месяцев с малышом на пол, там они развиваются вместе на уровне ребеночка, и это приводит к очень хорошему, ладному результату. Еще один совет, значит, из роддома: выкладывайте ребеночка почаще на живот. Но это не физиологичная поза. Физиологичная поза у ребеночка, она как эмбрион, свернутая, да, а на животе у него появляется гипертонус. Ну, то есть физиологично он живет в сгибании, да, как эмбрион, а на ровной поверхности он начинает выгибаться неестественным образом. И это приводит к напряжению мышц спины. И далее в 3 месяца он не может освоить переворот и начинает выгибаться. И это вот как раз связано с тем, что его рано стали выкладывать на животик. Как сделать? Лучше выкладывать к маме на грудь или к папе, да, или на мягкую поверхность, чтобы, и, конечно же, следить за ребеночком, потому что у него пока еще носик в поверхность,
ну, то есть носик вниз, он еще голову держать не может. Вот. И самая удобная поза – это у мамы на груди. Я хочу вам показать вот эту позу «Тигр на ветке». А еще мамочки говорят, что вот нужно держать столбиком, чтобы у него отошла воздушная пробка, да, ну, чтобы он после еды отошла воздушная пробка. Вот нося ребенка таким образом, у него спокойно выйдет воздушная пробка, и не надо его держать вертикально. Чуть-чуть под углом 45 градусов положили его себе на руку, лицом вниз, и можно чуть-чуть похлапывать по спинке, и ребенок сразу отрыгнет ненужный воздух. Сейчас я хочу вам рассказать про повышенный и пониженный тонус, который тоже беспокоит мам. Вообще до 3 месяцев повышенный тонус – это норма. И почему-то думают, что гипертонус – это плохо. На самом деле неплохо. Я вам развею этот миф. Давайте разбираться. У нас есть рецепторы, и мы можем на них влиять и тем самым нормализовывать тонус мышц. Какие это рецепторы? Это рецепторы зрения. От яркого света малыш получает возбуждение и раздражение. Да? И при повышенном тонусе нужно убрать яркий свет, затемнить комнату, где он находится, оставить свет в виде ночника или по периметру комнаты, сделать блэкауты во время сна, темные шторы. А если ребеночек вялый, в гипотонусе, которых нужно будить, чтобы покормить, да, он постоянно спит, таким деткам, наоборот, нужно, чтобы они почаще были в светлой комнате, где больше света, чтобы возбудить рецепт зрения. Второй рецепт – это звук. Здесь мы корректируем свою речь, с которой обращаемся к ребеночку. Да? Тихо, медленно, певуче и мягким голосом мы подходим к ребенку, у кого присутствует гипертонус. Этим самым мы его успокаиваем мелодичным своим голосом. Игрушки тоже должны быть с мелодичным звуком или вовсе без них, обойтись там бело-черными карточками, допустим, да, играть, показывая. Или наоборот, когда ребенок в гипотонусе, мы можем проявлять к нему более активные действия, веселые песенки включать, яркие игрушки, голос четкий, более такой командный, призывающий что-то делать. Третий рецепт – это рецепторы кожи, очень важные тактильные ощущения с ребеночком с самого рождения. Он просто не может без них жить, без этих прикосновений. И наши руки чудесным образом передают энергию и тепло. А в раздраженных руках невозможно успокоить малыша. И когда мама нервничает, у мамы какой-то стресс, или мама боится чего-то, что вот я ж мать, а у меня не получается, накручивает себе какие-то вот такие моменты, то она не может успокоить малыша. И потом говорит, ну почему же он плачет? А на самом деле нужно успокоиться самой, и тогда малыш считает ваши эмоции и тоже будет спокойным. И вот своими руками мы обволакиваем, заземляем, погружаем ребеночка в свои объятия. И наоборот, когда ребенок в гипотонусе, то мы его не пеленаем, даем ему больше свободы и свободы действий. Еще самое, так, там, наверное, будет еще дальше, да. Вот, поза люлечка. Для кого она нужна? Прежде всего, для всех. Если у вас гипертонус, то вы только так носите своего ребеночка, сжимая его по всей поверхности. Вот в этой позе люлечки, лодочки, как она называется, да, ребеночек весь
в ваших объятиях. И еще я хочу здесь добавить, что при гипертонусе, чтобы ребеночек не закидывал, не выгибался, не закидывал голову назад, здесь очень важно брать его правильно. То есть с ровной поверхности мы всегда берем ребеночка через бочок. Не вот так прямо на себя, чтобы у него включался рефлекс Мора и чтобы он был в испуге. Нет, так делать не надо. То есть поддерживаем его за головушку, за спинку и через бочок. И поднимаем таким образом. Следите за своим малышом, наблюдайте, контролируйте, и вы сами сможете нормализовать его тонус. Все в ваших руках. И давайте подведем итоги. Что, значит, мы будем делать, чтобы не навредить своему малышу. Значит, до 3 месяцев носим правильно. Что значит правильно? Не вертикализируем ребенка. Все в горизонте. Максимум 45 градусов, чтобы ребенок срыгнул после еды. К 6 месяцам только можно небольшое увеличивать ношение на 67 градусов, на 60-70 градусов, когда уже ребеночек готов сесть, но еще сам не сидит. То есть ребенок в любом случае сделать это должен сам. Не надо его садить в подушки и как-то его обжимать одеялами и так далее, какими-то приспособлениями. Значит, следующее. Мы не пеленаем. Существует заблуждение, если пеленать, то будут ровные ножки. Совсем наоборот. Ножки должны быть у ребенка в сгибании и отведении. То есть у него нет прямых ног, у него они всегда в сгибании и в тазобедренных суставах раскрыты, как лягушечка. Да? И чтобы тазобедренный сустав закрепился в лоне ветлужской впадины, пеленать не нужно. Иначе сформируется ложная впадина, и мы можем спровоцировать дисплазию тазобедренных суставов 2 и 3 типа. И может быть там вывих, подвывих, и, короче, не пеленаем. Есть разные поддержки, как держать при дисплазии тазобедренных суставов ребеночка. Так, ограничение пребывания в коконе, шезлонгах и качелях. Нужно вовремя их убрать, чтобы не мешать дальнейшему развитию ребенка. То есть как только чувствуете, что ребенок начал махать руками, ногами и группироваться и хочет перевернуться, уже готов к навыку переворота, это где-то в 3-4 месяца, то убираем коконы и шезлонги. Не поднимаем ребеночка с поверхности без поддержки головы. Резкое изменение головы в пространстве провоцирует рефлекс Мора. Рефлекс Мора – это испуг ребенка. Он не понимает, как он так оказался в этом пространстве. У него еще плохо развит вестибулярный аппарат. И именно рефлекс Мора тормозит и мешает развитию ребенка. Поэтому еще раз повторяю, что нужно брать через бочок малышку. Также мы можем навредить ограничением одеждой, из которой ребеночек вырос. Она модная, красивая, узкая, но в ней двигаться уже невозможно. Одеваем ребеночка по возрасту, то есть маленькую одежду, с которой он вырос, уже убираем. Не носим на одной и той же руке, чтобы не было привычного поворота головы, чтобы ребеночек не лежал бананчиком. Позы должны быть симметричны. Если очень удобно, когда мама правша, а папа левша. Да? Мама, как правило, носит на левой руке, делает все правой рукой, а папа носит на обоих руках. Меняйте положение, чтобы, еще раз напоминаю, что у ребенка хрящевая ткань, и он очень подвержен к искривлению тела. И меняйте руки, позы.
Так, про боковые позиции не забываем, да? Берем через бочок. Смена подгузника обязательно, чтобы не было вот тут проблем с шеей. И этим самым вы дадите полноценный, комфортный двигательный опыт вашему малышу. Вы ему будете помогать в физическом развитии, и в итоге ваш малыш пройдет все этапы формирования физического развития и вовремя, и без задержек. Если вы будете применять вот эти простые и ежедневные небольшие навыки, которые приведут к здоровью вашего ребенка, к физическому здоровью вашего ребенка. Про психологическое мы здесь пока не рассказываем. Все в ваших руках. Я приглашаю вас на свой практикум, которым поэтапно могу помочь вам это совершить. Сегодня мы так пробежали по самым верхам. Есть еще очень много поддержек. Я сегодня показала только 2. Это тигр на ветке, как освободить воздушную пробку у малышки, и позу люлечка. Есть еще много поддержек в хендлинге при дисплазии тазобедренных суставов, при кривошее, при привычном наклону головы, если ребеночек лежит бананчиком. И на этом практикуме я научу вас делать диагностику. И сейчас я вот тоже попрошу после этого вебинара, может быть, вы как-то фиксировали что-то или просто запомнили, посмотреть на свою малышку, как он лежит, как он двигается. Может быть, у него разворот головы какой-то не то, да, или он смотрит в одну сторону, а у него таз повернут в другую сторону, или он поворачивается только в одну сторону, а в другую не хочет. И вот эти все моменты я научу вас диагностировать и определять, в каком тонусе ваш малыш. Увидите, с какой частью тела нужно работать. Но я всегда начинаю, конечно же, со зрительной реакции, потому что зрительная реакция, наш взгляд на ребенка – это драйвер движения. Куда глаза, туда и все движение. Да? И да, нас учили начинать массаж со стопочек, но прошло много лет, все меняется, и сейчас мы начинаем массаж с глаз. Представляете? То есть со зрительной реакцией малыша. Я даю массажные методики, подробную инструкцию, как можно исправить. Исправить можно, и не обязательно делать курс массажа из 10 дней. Исправляется очень быстро. Вот эти вот искривления в течение первого года жизни. Почему? Потому что, еще раз напоминаю, что 70% ребеночек состоит из хрящевой ткани. Она очень подвижная, она как пластилин, из него можно все формировать. Как навредить ему, как его вот искривлить, да, также можно и исправить правильными техниками. Научу вас делать пассивную навыковую гимнастику ЛФК. И вы получите ответ на все вопросы, почему именно ваш ребеночек не хочет лежать на животе. Что ему мешает? Гипертонус по задней поверхности шеи. Или там очень много может быть вариантов. Я это все подробно рассказываю. И, соответственно, мы подбираем индивидуально массаж и навыковую гимнастику только для вашего малыша. И вот у меня были и двойняшки, и тройняшки, они все разные.
двое, допустим, бегают, вернее, ползают, а одна сидит и смотрит на них, то есть не ползет, да, вроде бы родились от одной мамы в одно время, а вот такое вот разное развитие. Вы знаете про все рефлексы, и, кстати, умный массаж, мой умный массаж, он состоит, во главе его лежат именно рефлексы. Вот. То есть мы за ребеночка можем сделать, да, сами, можем его перевернуть. Механическое воздействие тоже имеет место быть, но если ребеночка заинтересовать, и он сделает это сам, вот тогда получится правильный навык. Также будет на практику обратная связь, чтобы правильно все усвоили, и моя личная консультация. Ну и также практикум будет всего неделю, может быть даже дней 5-7 дней, потом я остаюсь с вами на связи. Я всегда с мамочками остаюсь на связи, если мы делаем курс массажа, то они всегда мне шлют через 2-3 недели, что у них получилось, когда в следующий раз приходить, то есть я всегда на связи. И вы также научитесь слышать и видеть эмоции малыша, научитесь купать правильно, подмывать, закаливать, закладывать базу для физического развития вашего ребенка. А база – это первый год жизни. И с вами останутся ваш индивидуальный план развития ребенка. Ну вот я уже сказала, что хендлинг – это основа правильного развития ребенка. Также, конечно, бонусом улучшится сон малышки, уйдут колики, мама будет спокойная, радостная, соответственно, ребеночек будет тоже весел и здоров. Вот такие отзывы после моих массажей. Можете почитать. Я не только прихожу, делаю массаж чисто механически, но всегда разговариваю с мамой, обсуждаем ее проблемы, рассказываю, как выходить из этого, что нужно делать, постоянно на связи. Вот результат после правильного ношения и рефлекторной взаимосвязи через зрительную реакцию. Мама получила первый переворот после нашего первого сеанса. Я хотела сказать кодовое слово. Кодовое слово «массаж». Пишите мне на все мои социальные связи. Я есть в Инстаграм, есть в Телеграм, есть у меня ВК-страничка или лично WhatsApp. Сделайте чекап своего ребеночка. Посмотрите, как он лежит, как он двигается, что ему мешает. И звоните. Виктория, по-моему, там как раз последний слайд, показать мои соцсети и мои контакты для будущего контактирования с клиентами. Дарья, последний слайд включи. Да, дальше. Я сейчас могу ответить на ваши вопросы, какие они есть. Дальше не листается, да? Да, вот последнее. Видно, да? Нет, не видно. Ваши вопросы, Инстаграм, Телеграм, WhatsApp. Не видно? Я вижу отзывы только. Да. На отзывах мы остановились. Я думаю, их прочитали. И следующий слайд, там как раз с моими... Не видно, да? Вот не показывает. Сейчас видно. С моими контактами, фиксируйте их. И я всегда открыта к общению. Если будут какие-то вопросы, можно даже видео снять своего ребеночка, я всем отвечу. Это моя основная работа. Я очень люблю деток.
и всем отвечу. Есть какие-то вопросы? У меня на сегодня все. Я думаю, была вам полезна. Татьяна Михайловна, большое спасибо вам за такой интересный вебинар. Очень много полезного рассказали и действительно, на удивление, очень простые вещи, которые помогут нашим детям развиваться. Благодарю вас за то, что вы вышли в эфир сегодня. Спасибо. Я тоже всех благодарю, кто сегодня был на эфире. У кого есть вопросы, прямо вот так спрашивать. Можете писать в чат или нажимать на микрофон, и я отвечу. Обычно мы с мамой разговариваем в течение часа, и у нее вопросы не иссякают. Полезно ли было? А в год можно ли массажем вот те ошибки, которые мы совершили, исправить? Да, конечно, можно. Это тоже мы диагностируем ребеночка с мамой и возвращаемся в тот этап моторного антогенеза, где он застрял, где он что-то не сделал и не проработал. И вот там как раз зашита вот эта проблема, которая вылезла в годик. Вот это главное. А не просто расслабить или стонизировать мышцу. Сейчас массаж другой, не такой, которому я училась 20 лет назад. И какой делают, ну, возможно, есть специалисты по моторному антогенезу у вас, но это умный массаж через рефлексы, чтобы ребеночек делал сам. И еще раз повторю, что ему не нужны никакие костыли, гаджеты ненужные, ходунки, прыгунки, круги для плавания и так далее. Сэкономьте на этом деньги и лучше сходите в кино с супругом, с папой, а ребенку дайте свободу действий и движений на полу. Еще какие-то вопросы есть? Пишите мне в личку, я всем отвечу. И приходите на мой практикум. Мы там проработаем с вами индивидуально, с каждым малышом. Спасибо вам, Татьяна. Если есть вопросы, очень надо воспользоваться этим случаем и обязательно обратиться, потому что самое важное, я как читала, да, это до года в основном надо заняться с ребенком, чтобы потом уже с последствиями не столкнуться. В учебе это уже важно, и вообще в целом формируется до года, говорят. Поэтому надо этим случаем воспользоваться и обратиться к Татьяне. И всем участникам, кто зашли в наш вебинар, мы хотим еще раз напомнить, что у нас клуб работает, это наша первая встреча. И вторая наша встреча предварительно будет 23 марта. Конечно же, следите за нашими анонсами, и мы создадим группу, и там афишу отправим. Ага. И еще раз напоминаю, что Татьяне можно обратиться по этим контактам. Обязательно проконсультируйтесь. И, наверное, закончим на этом. Ну да, спасибо всем огромное, организаторам и гостям вебинара.